Таинственный полет цен. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что происходит на таджикском авиарынке. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. У представительства уральских авиалиний в Душанбе начали выстраиваться очереди после того, как стало известно о рейсах авиакомпании в 7 городов России. Однако вскоре желающие вылететь в Россию поняли, что покупать билеты за более чем $1000 им не по карману. Воздушные пассажирские перевозки между таджикскими и российскими городами в январе этого года в среднем подорожали более чем в 3 раза. Исходя из полученной в душанбинских авиакассах информации, стоимость перелета по этим направлениям до наступления Нового года составляла 2500 сомани, а сейчас свыше 8000 сомани. Авиабилеты еще в первой половине января подорожали в 2,5 раза, что заставило тогда таджикские авиационные власти обратиться к перевозчикам со следующими требованиями: немедленно снизить цены и объяснить необоснованное завышение цен. Почему в системе бронирования билетов появились такие цены на рейсы уральских авиалиний, в авиакомпании разъяснить отказались. Об этом пишет радио Азоди. Один из сотрудников уральских авиалиний на условиях анонимности сообщил изданию, что рейсы из Таджикистана в 7 городов Российской Федерации чартерные, поэтому цены на авиабилеты высокие. В агентстве гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан сообщили тогда, что эти требования были озвучены на экстренном заседании ведомства с участием представителей всех авиакомпаний, которые занимаются перевозками между городами Таджикистана и России. Также на мероприятии присутствовало руководство антимонопольной службы. Кроме того, с вышеназванными требованиями обратились к гендиректорам вышеперечисленных авиакомпаний в письменной форме. Авиакомпании были уведомлены о применении соответствующих мер, если не снизят цены. Впрочем, что предполагалось под соответствующими мерами, не уточнялось. Агентство после проведения тогда анализа рынка установило авиакомпаниям верхнюю планку в $500 в обе стороны, которую требовало не перелетать. Но авиакомпании, по всей видимости, эти требования не услышали, так как стоимость перелетов за истекшие с тех пор 2 недели возросла еще больше. В агентстве гражданской авиации сообщили, что письменный ответ получили только от 2 российских авиакомпаний. Правда, какие именно авиакомпании им ответили и что, не сообщили. В ведомстве ожидают, что руководство оставшихся авиакомпаний ответит до конца текущей недели. Одной из таких компаний оказались уральские авиалинии, в представительстве которой сказали, что письмо от агентства пока находится на рассмотрении. Представители авиакомпании отметили, что планируют снизить цены, но не сразу до требуемого уровня, а постепенно. В Самон Эйр сказали, что отвечать СМИ по таким вопросам могут только по официальному запросу. Впрочем, как показывает практика, что касается обоснованности цен на авиабилеты, Самон Эйр не отвечает даже после многократных запросов. Дозвониться до представительства 3 других российских авиакомпаний не удается. Между тем, в агентстве гражданской авиации говорят, что начала работать группа для проверки цен в авиакассах, чтобы определиться с непослушными перевозчиками. Какая мера будет принята в отношении таких компаний, опять же, не уточняется. А как вы относитесь к такому взлету цен? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Количество граждан Таджикистана, выехавших из страны в 2021 году, составило свыше 1,2 миллиона человек, сообщает агентство по статистике. Это на 67% или 495 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Граждане Таджикистана выезжают из страны в основном, чтобы найти работу с более достойной оплатой. Однако в приведенных цифрах статистического ведомства не уточняется численность трудовых мигрантов. Некоторые трудовые мигранты говорят, что для покупки билета при нынешних ценах приходится тратить сбережения семьи. Другие вынуждены брать деньги в долг, в том числе обращаться в банки за кредитами по высоким процентам, тем самым еще более усугубляя свое и без того сложное финансовое положение. Трудовые мигранты являются кормильцами не только своих семей, но и всей республики, покрывая своими валютными переводами огромный дефицит внешнеторгового оборота страны. 2/3 валюты для импорта необходимой продукции обеспечивается за счет этих переводов, если исключить временный экспорт драгоценных металлов в больших объемах во время пандемии. А 60% продукции первой необходимости республикой по официальным данным импортируется. Если не будет отправляемой иммигрантами валюты, Таджикистан сможет импортировать только 1/3 часть необходимых товаров и продукции, что автоматически приводит к большому дефициту и огромному росту цен. Так скажите, пожалуйста, почему в такой ситуации людям не идут навстречу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!